Selamun Aleyküm. Saygılı teleseyirciler, efirde 3 Filcan Kahve tele yayını. Bugünkü bizim sohbetimiz yaş Kırım Tatar devlet hadimleri bizim gelecek nesillerimizden olacak. Vatanımızda Rusya'ya koşulan son çok büyük halkımızın arasında türlü müzakere, laflar, fikirler olup geçti. Bu olan siyasi meseleler, ekonomik meseleler, medeniyet meseleleri hepsi halkımızın yüreklerine tesir ediyor. Onu doğru yola çıkarmak için, doğru anlamak için pek balaban vakit gerek. Aşıkıp, müzakere eden vakyalardan bir nüshalar çıkarsak biz hata yapayıq. Onun için yaşayışımız uzak devir içinde çok değişmeler gördü. Hepsi halkımızın başına türlü ağırlıklar getirdi. Bugün biz yeni yaşayış kurayıq. Yeni yaşayış kurmak için fikirlerimiz de yeni olmak gerek. Eskiden kalan yükleri kendimizden beraber taşıyıp ona bakıp iş yapacak olsak biz uzağa gitmek. Onun için bu fikirleri, bu müzakereleri doğru anlamak için bugün bizde misafirlikte Ruslan Yakubov, Ahmedcit rayonunun Memuriyet Başı'nın muavini. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. İkinci misafirimiz Şerif Osmanov, Sağ şehrinin Memuriyet Başı'nın muavini. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Проблемы обустройства крымских татар занимали всегда большую проблему в отношениях и в других выяснении тех проблем, которые стоят перед крымскими татарами. Для того, чтобы опираться на факты, мы сегодня будем вести беседу с теми людьми, которые знают эти факты. Они среди гущи этих событий, они ежедневно в силу своих функциональных обязанностей, в силу своих душевных сил, в силу своего веры и любви к своему народу исполняют обязанности, которые сегодня мы с вами оцениваем. Я бы хотел спросить у наших гостей. Те должности, которые вы сегодня занимаете, они достаточно ответственны. Скажите, пожалуйста, вы еще достаточно молоды. Как вы думаете, легко ли вам пришлось в жизни, чтобы сегодня вот иметь возможность с таких позиций вести беседу? Прошу вас, Руслан. Саунс Шевкетбей. Но на самом деле формирование новых администраций и структур власти началось в конце или в начале 14 года, в начале 15-го, в начале 15-го, в конце 14 года. И когда мне было сделано предложение уже вступить в новую администрацию в качестве заместителя главы администрации, уже за плечами был хоть небольшой, но опыт работы в местных органах власти. Я до этого работал заместителем главы сельского совета на тот момент Уважаемского. И определенный опыт работы чиновника имел, конечно. Но хотел бы прежде всего акцентировать внимание телезрителей на то, что то, о чем вы сказали в начале передачи, вот, что существует очень множество и существовало проблем нашего народа и в части обустройства, и в части культурного и социального развития. Самым главным инструментом решения всех проблем является, конечно же, власть. Это было и в предыдущие годы, это остается сейчас, и это будет всегда. И поэтому для того, чтобы иметь тот самый инструмент для влияния на ситуацию, для решения всех этих проблем, не надо ждать, что кто-то его за нас будет решать, надо идти вперед, в том числе включаться в работу
во все органы власти и решать эти вопросы и все, что с этим связано. Жеребий, мы понимаем, что Сакский район – это один из на сегодня ведущих районов, и город Саки, конечно же, в котором проблемы обустройства, проблемы взаимоотношений на достаточно высоком уровне. Расскажите, пожалуйста, о себе и о тех проблемах, которые вы решаете. Ну, о себе. Мне 32 года. Я благодарю Всевышнего за то, что он нам дал возможность нашему народу вернуться, да, в историческую родину, наш Ватан, Крым. И благодаря вот родителям, да, у нас сегодня, мы видим, есть возможность работать, принимать решения, быть частью власти, да, в нашей республике родной. И я, когда закончил университет, сразу попал на работу в исполнительный комитет, тогда это назывался Сакского городского совета, мне было 22 года, на должности главного специалиста отдела экономики, занимался торговлей. Позже, в 2008 поступил на второе высшее образование, это Национальную академию госуправления при президенте Украины тогда. В 2011 ее закончил, и в этом же году меня назначили начальником управления экономики города. А потом, уже с приходом Российской Федерации, в 2014 году, вот как и Руслан, как и другие коллеги, был назначен заместителем главы администрации города Саки. Поэтому я уже 10 лет работаю в органах местного самоуправления, в принципе, знаю его основы, знаю город. Мне в этом плане как бы легче, да, было адаптироваться, начать работу в новой должности, хотя должность очень серьезная, ответственная. И мы с коллегами вот практически все курируем социальные блоки в основном. То есть то, что сегодня крайне необходимо нашему народу, вообще крымчанам в целом, да, важно это и культура, и молодежь, и спорт, и образование. Самое важное сегодня отрасль. Дети, поэтому вот, это очень актуально и действительно большой фронт работы, много различных и проблемных вопросов, и ситуаций. Ну, хочу сказать, вот как поменялись вот мы за 23, 4, 25 лет возвращения нашего народа на историческую родину. Я помню те начало 90-х, когда мы приехали в Крым, в 89-м вернулись, и когда моего отца не принимали на работу, хотя он был такой в отрасли культуры человек, его не принимали и говорили, что нам запрещено было брать крымских татар. Вот. Но, тем не менее, своим упорством, своей целеустремленностью и знаниями он как бы был принят на работу на должность заместителя директора тогда Дворца культуры. Позже он стал заслуженным работником культуры Крыма. Вот. И к чему я это говорю, что прошло время, прошло 20 лет, и тот человек, которого тогда отца как бы не брал на работу по причине этой, пришел ко мне устраиваться на работу. Я его, безусловно, взял на работу, этого человека, поскольку человек квалифицированный, опытный. И вот как жизнь поменялась за 20 лет, выросло поколение, и сегодня мы уже принимаем решения, мы можем влиять на те или иные ситуации. И когда некоторые говорят, что там от нас ничего не зависит, многое зависит от нашего народа, от самих крымских татар, от каждого из нас, и вообще от крымчан зависит, да, как мы будем себя вести, как мы будем думать и что мы будем делать. И вот сегодня наша главная задача – это вот вместе, совместно с другими народами не делить там, земли, не делить там, власть, влияние, а объединяться, решать вопросы, потому что проблемы, они в принципе у всех. Да? Если нет дорог, то дорог нет у всех. Если там есть, конечно, специфика своя, да, есть проблемы народа вследствие вот этих долгого отсутствия у нас на родине и вот этих исторических ошибок, которые были совершены полвека назад, есть проблемы, их надо, естественно, решать. И мы видим, что сегодня много что решается, есть предпосылки к решению реабилитации, полной реабилитации крымско-татарского народа, в том числе и других реабилитированных народов. Самое главное – это воля. Процесс вхождения во власть всегда проблемный вопрос, потому что недоверие к власти – это, так сказать, основа существования любого общества. Оно старается рассматривать власть как некое отчуждение. Вот мы бы сегодня хотели, чтобы представители власти рассказали нам, чувствуют ли они свою отчужденность от народа, или те проблемы, которые они решают, это и есть проблемы народа. И вместе только можно решить эти вопросы. Ламий, как вы думаете? Шукет, знаете, власть всегда была тем лицом, которое всегда подвергалось критике
Ну, и я хотел бы здесь сказать, что и власти и полезно эту критику чувствовать от людей, потому что вся та деятельность, которая нами осуществляется, она, в принципе, направлена на решение тех или иных проблем наших жителей поселков, городов. При этом очень важно чувствовать каждого жителя, каждого человека, и мы всегда в своей деятельности обращаемся к людям, чтобы они не оставались в стороне в качестве вольного зрителя, а наоборот, самое активное участие принимали в жизни своих населенных пунктов через различные формы самоуправления, пусть через общественные организации, которые на сегодняшний день прекрасно себя чувствуют у нас в республике, через территориальные органы самоуправления, потому что не всегда нам можно, принимая решения, объективно их принимать, не зная мнения наших граждан. И вот здесь, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем без исключения, и в том числе и в местах компактного проживания. Когда у вас есть какие-то проблематики, не держите их в себе. Приходите в местные советы, приходите в администрации, в отделы, в управление, делитесь этой проблематикой и требуйте их выполнения. Если вас не слышат, значит, надо на ступеньку выше подниматься и довести все-таки, что есть та или иная ситуация, с которой надо разобраться и принять решение, которое бы удовлетворяло всех. Это самое главное. Ну и здесь Шериф правильно заметил, что есть некоторые специфические проблемы, хотя большинство проблем, они наднациональные, то есть они имеют место быть, и их надо решать. Есть те проблематики, которые накапливались многие годы и не решались, особенно связанные с обустройством, с открытием, со строительством школ, со строительством ФАПов. И они, Лаврашкур, сейчас сдвинулись благодаря региональным программам, благодаря федеральным программам, начались реализация мероприятий, направленных на строительство объектов соцкультбыта. Я просто уточню. Существуют ли в регионах какие-то определенные программы, например, по обустройству, по открытию медицинских учреждений? Или это программы все федеральные и республиканские, которые просто проектируются на регион? Ну, у нас здесь немножечко будет специфика в городах и в районах, поэтому я расскажу о той специфике, которая есть у нас в районе. Она типична для всех районов. Да? Да. А скажите, какая часть в процентном отношении депортированных у вас проживает? У нас проживает более 36 тысяч депортированных граждан. Из них около 30 тысяч – это крымских татар. Существует около 40 мест компактного проживания. То есть Симферопольский район всегда был и остается таким центром притяжения, потому что мы пристоличный район. Люди, стремясь к столице, не всегда могли получить земельный участок либо жилье в городе и оставались на его окраине, то есть в границах Симферопольского района. Довольно-таки высокий процент, и поэтому… И в связи с этим есть какие-то программы или как? Есть у нас программы, которые реализуются в рамках региональных программ в Симферопольском районе. Так было успешно реализовано в 2016 году программы, направленные на выкуп жилья. Мы сумели приобрести и передать в муниципалитеты 10 квартир. И есть программы, направленных на завершение строительства, благодаря которому у нас в прошлом году, в 2015 году 10 человек, в 2016 году 14 человек завершили свое ранее начатое строительство. Есть федеральные целевые программы, которые направлены на реализацию строительства объектов соцкультбыта. Так вот в молодежном мы строим детский сад по программе Госкомнадзора на 260 мест, и в этом году его сдадим в эксплуатацию. Начнем в этом году, сметался строить 2 многоквартирных дома по 160 квартир. То есть мы когда сделали в 2014 году анализ, уже в 2014 году, у нас было около 500 человек, которые с начала 90-х стояли на кварт-очереди, и эта проблема никак не решалась. И люди десятилетиями ожидали решения этой проблемы, и, к сожалению, власти, государство в то время никаких мер для решения этих вопросов не принимало. И сегодня строительство нового жилья, выкуп жилья позволяет этот вопрос сдвинуть. Кроме того, у нас есть районная программа, направленная на развитие и гармонизацию межнациональных отношений, в рамках которого в 2015 году мы в тех школах, где открывались первые классы, покупали мебель,
в тех детских садах, где открывались национальные группы, также укрепляли материально-технические базы. В рамках этих программ мы очень активно помогаем, в том числе и домам культуры, где созданы и работают национальные творческие коллективы, обновлять материальную техническую базу, то есть приобретать оборудование. Такой вопрос. Культуру. Вот вы сказали про национальные группы. Сколько существует национальных групп в детских садах Симферопольского района? У нас в 2 садах существует 3 группы с крымско-татарским языком воспитания, и в 7 детских садах уже открыты 9 групп, и удачно год работают с 2 языками воспитания, это с крымско-татарским и русским языком воспитания. И буквально вот хочу всех желающих пригласить 23 марта в Мазанском доме культуры. У нас состоится районный смотр-конкурс уже воспитанников этих детских садов, которые год уже прозанимались, проучились с такой формой обучения. Мы будем уже подводить итоги этой работы. Шерифбей, в Саках мы знаем, что достаточно много депортированных, да, у нас в процентном отношении. Сколько у нас? В самом городе, я бы не сказал, что много, процентов 10-12, это в самом городе, в районе, наверное, больше. Ну да, в городах у нас всегда была проблема, да. втиснется очень Ну, сложно. я думаю, по факту, это официальная статистика, я думаю, по факту чуть больше, потому что есть маятниковая миграция, это когда с района приезжают работать у нас в городе и остаются, живут, хотя бы прописаны в районе, допустим. Скажите, а вот много ли тех, кто еще не смог получить гражданство? Они живут уже, а документы пока что... Не, немного, буквально это единицы, это небольшое количество. Небольшое количество, да, они у нас все в базе, на контроле, то есть нету никаких фактов, случаев, чтобы там кого-то кто-то выдворял или там полиция приходила, нет, все мирно, все спокойно, все ждем принятия вот закона об упрощении гражданства, он уже в стадии там завершения процедуры этой принятия, поэтому я думаю, здесь все нормально, никакого социального напряжения в этом плане нет, Не возникает. да, вообще никаких абсолютно проблем. В связи с этим вот хотелось бы узнать, каков охват национального воспитания и образования крымских татар в Сакском регионе? Ну, а вы имеете в виду группы, классы, Да, да? да. Ну, у нас вот 2 группы с крымско-татарским языком воспитания в 2 садах. Одну вот недавно открыли, 1,5 года назад. Она у нас полностью оснащена вот последним словом там, да, значит, там и вся оргтехника, и телевизоры, и там ноутбуки, и, ну, все есть, да, в этой группе. То есть все условия созданы для детей. В этом году Хсметулса мы открываем в самой крупной школе города, лицее, класс с крымско-татарским языком изучения. Уже собрали 24 заявления от родителей, то есть, ну, как бы есть спрос на это в школе именно Хсметулса. В том году бы открыли, было и желание наше, и руководство школы, но не было педагога. У нас вот, кстати, проблема, это кадровый голод на... Вы говорите, нет педагога, а как у нас в КИПУ, сколько выпускников? Вот именно в связи с этим я заключил соглашение от администрации города и КИПУ заключили соглашение на предмет сотрудничества, именно профориентационная работа, подготовка вот тех, мы попросили сейчас КИПУ, чтобы они нам сделали анализ, выборку людей, которые заканчивают КИПУ, да, дошкольное и педагогическое образование, кто закончил уже, мы эту информацию сейчас получим, с ней будем работать, будем приглашать педагогов. У нас, я вам так скажу, сегодня на самом деле кадровый голод в этом плане, есть вакансии учителей крымско-татарского языка, да, у нас в одной из групп сегодня так сложилась ситуация, что крымско-татарский воспитатель покинул место работы, пришел воспитатель русской национальности, но она говорит на крымско-татарском языке, но тем не менее вот есть спрос, да, большой спрос на воспитателей, на педагогов. И вот мы везде клич, и с помощью вашего телеканала «Миллет» мы уже обращались к соотечественникам, чтобы приходили на работу. Мы охотно всех принимаем, даем рабочие места. И действительно, вот в этом проблема. Если бы этой проблемы не было, можно было в каждой школе сегодня открывать классы с крымско-татарским языком изучения. Но здесь еще, конечно, есть проблема, иногда возникает с родителями детей, Руслан подтвердит, да, где иногда просто нужно убеждать. А потом, когда они понимают, что действительно это хорошо... Давайте вот об этом вопросе более детально поговорим во второй части. Бьюрмус, Хавия. Зауланс. Вот тот вопрос, который вы подняли, я думаю, это очень серьезный вопрос. Проблема наполнения наших групп и классов
крымско-татарских по обучению и воспитанию на национальных языках. Мы знаем, что в Российской Федерации существует закон, по которому, если родители желают, чтобы ребенок обучался и воспитывался на своем родном языке, он обязан написать заявление. Но почему-то для некоторых наших граждан проблема написать заявление стала такой стеной, которую они никак не могут преодолеть. Вот с этой стороны я хотел бы выяснить, вот вы близко работаете к народу, это проблема искусственная, то есть родители просто в силу своих каких-то непониманий или каких-то личных отношений не могут записать на заявление. Или это специальная, проведенная такая, так сказать, диверсионная работа, будем откровенно говорить, потому что сегодня от этого зависит наше будущее. Если мы сегодня наших детей не сможем обучать родному языку, завтра они подрастут, и нашего языка просто не будет. Как вы думаете? Пожалуйста. Если позволите, здесь Шериф правильно подметил, вопрос формы обучения, это по законодательству заявительный характер, и все зависит от того, какое решение примут родители тех или иных учеников. По примеру Симферопольского района могу сказать, что у нас в районе одна национальная школа, где с 1 по 11 класс национальный класс, это Кольчугинская. И кроме того, в 7 школах в сельских поселениях организовано обучение, где есть уже классы с 1 по 9 класс, которые ведутся на крымско-татарском языке. Но это обучение. Но у нас еще есть... На крымско-татарском языке обучение идет предмета или всех предметов? Всех без исключения. Это одна из форм обучения, которая позволяет достаточно в большом количестве изучать крымско-татарский язык и литературу, но и дополнительно остальные предметы также ведутся на крымско-татарском языке. И более того, хотел напомнить, еще в прошлом году была в республике реализована программа, когда нам издали учебники, так необходимые на крымско-татарском языке. И, в принципе, каждая школа у нас в районе получила учебники по предметам на крымско-татарском языке. Но, кроме того, существует еще другая форма обучения, другая форма сохранения крымско-татарского языка, это изучение крымско-татарского языка как предмета. И вот здесь, опять-таки, эту форму выбирают родители, которые пишут заявление, что они хотели бы, чтобы его ребенок, мальчик или девочка, изучали язык как предмет. И тогда организовывается изучение языка как предмета, и он в достаточном количестве, там 3-4 часа в неделю преподается. Здесь возникают сложности, я бы их разделил на две составляющие. Первое, конечно, еще у нас сохранилось в некоторых учреждениях, как и у родителей, так и у руководства школ, еще та инертность, которая осталась с украинского периода, когда в том числе и руководители учебных заведений препятствовали нашим родителям открывать либо отдавать детей в такие классы, где либо изучение идет языка как предмета, либо обучение на крымско-татарском языке. То есть сейчас эти грани уже, можно сказать, стерты на уровне администрации, на уровне управления образования, с директорами школ. Постоянно проводится работа, направленная на то, чтобы обеспечить право каждого на форму обучения. И я уже, это могу похвастаться, вот последние полгода-год не слышу от родителей жалоб, что им в той или иной школе отказали в том, что ребенок обучался либо изучал крымско-татарский язык. Наоборот, мы вынуждены на всех встречах с родителями, во всех формах, через газеты, телевидение, в живом общении, убеждать их в необходимости, чтобы при написании заявления они обязательно указали, что их ребенок либо посещал группу с крымско-татарским языком, это в детском саду воспитания, либо изучал крымско-татарский язык как предмет. И еще 2 года назад на уровне администрации мы рекомендовали всем школ при написании 7 родителями открывать такие классы. Вот нижний барьер мы у себя установили 7 желающих. Возникают ли какие-то проблемы с наполнением классов? Да, возникают, конечно, потому что родители иногда не отвлекаются и не пишут это заявление. Одним из выходов из этой ситуации было, конечно, введение крымско-татарского языка как обязательного для всех. И это еще год назад обсуждалось у нас на уровне Министерства образования.
Я знаю, проходили публичные обсуждения и мнения общественности. Этим занимался и Госсовет в лице вице-спикера Ремзила Ильясовича. И я знаю, что сейчас на рассмотрении в Госсовете находится несколько законопроектов, направленных на решение этой проблемы. Как крымско-татарский язык, он один из государственных Республики Крым. И должен быть законопроект, который бы отвечал за поддержку развития крымско-татарского языка как государственного. И в том числе в этом законопроекте будет отдельная статья использования его в учебных заведениях. Понятно. Я, если возможно, Да, добавлю. пожалуйста, Вот, продолжайте. Сергей, вот у нас была ситуация, когда мы год назад открывали группу с крымско-татарским языком воспитания, да, буквально я лично взял этот вопрос на контроль, сам сел на телефон, да, обзванивал тех родителей и приглашал, да, в эту группу. Откликнулось там человек 15, где нужно было 25. Но мы начали с 15, то есть не было никаких барьеров там в количестве. Мы открыли группу. Потом, когда родители узнали, что это действительно интересно, что это для ребенка будет полезно, пошел такой бум. Ну, реальный бум. И даже было такое, что 3-4 детей русской национальности попали в эту группу. И когда потом им предложили, освободились в русской группе места, им предложили в русскую перейти, оттуда крымский татар сюда, они не захотели. То есть, представьте, родители русские. Потому что они считают, что их дети тоже должны знать 2 языка, 2 государственных. То есть, когда это начинаешь, уже все подключаются. Вот вы хорошо вопрос задали, да, есть вопрос, вот эти издержки в нашем обществе, в крымско-татарской среде своей, да, вот эти издержки от того прошлого, да, где ну, нужно чуть посидеть, посмотреть, как другие, а потом самому подключиться. А когда уже получается, потом уже мест не хватает, оказывается, что уже не могут попасть. То есть, получается, проблема в том, что еще не до конца родители нормально осознали этот процесс. Важность этого процесса. Важно, Да. С одной стороны, конечно, важность, да. и с другой стороны, ну, это хасталых, ну, когда... Хасталых, да, его надо подлечить. Подлечить, и с другой стороны... А какие мероприятия вот для лечения, будем говорить так? Для лечения это Что когда, можно вот, когда предложить? дети с этих групп показывают какие-то результаты, когда эти группы выходят на какую-то площадку уже, и тогда родители понимают, подожди, они вот конкурируют, то есть это уже конкурентоспособные Соседский дети, да, это ребенок намного не такое способнее. там мнение, он там будет знать только крымско-татарский язык и все, а другие дальше пойдут. Не, он такой, он еще лучше, потому что он знает 2 языка. То есть в этом плане лучше. Поэтому этот вопрос, эта проблема, она в нашей плоскости лежит. Я вот думаю, и у Руслана глава администрации, и вот мой глава администрации, да, они вообще не ставят вопрос там по национальному признаку, да, кого-то разделять. Когда я к главе пришел, мы эту группу сделали по программе ремонт. Я говорю, Андрей Николаевич, давайте откроем с крымско-татарским языком воспитания. Он говорит, Шериф, проблем нет. Наберете детей, проблем нету. Все. Вот одно условие, набрать детей. Это нормальное, здоровое условие. Мы набрали, группу открыли. Сейчас класс открывать. Наберете детей, пожалуйста. Все. Это Шериф подтверждает то, что я сказал. Есть проблематика инертности. Да, действительно, 3-4 года назад, может, и было со стороны власти какое-то противодействие этим процессам. Оно действительно имело быть место. Сейчас никаких граней, никаких ограничений. И у нас в администрации, и глава администрации лично поддерживает все проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений. И здесь вот то, что мы назвали хасталыхом, иногда мы, как молодые родители, у нас у самих мы маленькие дети, ленимся, может, после работы устали, дополнительное время уделить ребенку. А это же надо дополнительно позаниматься не только математикой и химией, но еще и уделить внимание крымско-татарскому языку. А многие родители, к сожалению, это так, сами не владеют. И вот это невладение языком отражается на детей. Ну, есть положительный опыт, когда дети после школы, после садика, возвращаясь, общаясь с родителями уже на родном языке, затягивают и родителей в этот процесс. И, то есть получается двойное обучение. И ребенок уже знает язык, и родители вовлекают в этот процесс общения, участия во всех мероприятиях, которые проходятся в школе, в садике. И тем самым мы все, приобщаясь к этому процессу, улучшаем свои знания в родном языке. И правильно заметил Шериф, все, кто сегодня другой национальности, изучая крымско-татарский язык, они приобщаются к всем тюркским языкам. В России их около 20 миллионов населения, и мы очень можем свободно общаться, выезжая на материк, с любым носителем тюркского языка. Тем более это язык, который активно используется, да, во всем мире. Вот звонит мне недавно родители и говорит, там, почему у нас в лицее нету крымско-татарского языка? Я говорю, вы заявление написали? Нет, а что надо?
Ну, первоначально уже прийти и сказать, да, Самое я хочу простое, изучать, чтобы мой ребенок изучал, все, а потом уже все остальное начинается. Если где-то в школах будет такое, что там директор школы или кто-то там препятствует, это уже другой вопрос. Это на другую плоскость выводим и там разбираем ситуацию. Да, это уже мы включаемся. Но проблемы нету. Я думаю, в большинстве городах и селах нет проблемы. Может она возникнуть, она может возникнуть, да, если ее кто-то там специально спровоцирует. Но в принципе проблемы нет, она в нашей плоскости, мы ее должны решить. Ну и естественно, республика должна принять все-таки, да, закон соответствующий, где это будет обязательные нормы, да, предметам и все остальное. Но это уже не наш уровень принятия решений. Мы говорим о своем. Здесь проблем нету на нашем уровне. Вот смотрите, недавно у меня была такая встреча случайная. Я общался с двумя директорами школ, которые сказали, что у них вот раньше был класс с коммунистарским обучением, а сейчас нету. Я говорю, как нету? А говорят, родители не пишут заявления, и мы закрыли классы. Представляете? То есть пошел обратный процесс. Это, может быть, это единичный случай, но если эти случаи есть, это говорит о том, что в определенной нашей среде происходят процессы, на которые мы еще не можем повлиять. То есть осознание родителями родного языка происходит в каком-то искривленном пространстве. Ведь первое, самое главное для родителя – это что? Это родной язык. И если родитель не идет на это, значит, у нас в отношениях, в семейных отношениях случилась какая-то трещина случилась. Шведа, я вам так скажу, как что к этому подойти? Родители у нас все погрузились в политику. Сейчас все разбираются в Слишком много геополитике, в политике. стало, да? Да. А когда касается вопросов, вот они на земле, нужно их решить, да, вот они рядом, то мы все обсуждаем ту или иную политику, ту или иную там геополитику. Поэтому надо немножко вернуть вот сюда, в наши проблемы, в наш океан вот этих... да, и в земную жизнь и решать. У меня таких фактов нету по крымско-татарскому языку, что отток есть. По украинскому языку есть, да, классы, что закрываются, потому что там родители боятся или педагоги переквалифицировать. Хочу тоже сказать, что можно было и украинский язык дальше, но нужна общественность украинская активная. Здесь, в Крыму, да, родители, которые хотят, чтобы дети изучали один из государственных языков. Поэтому здесь вот в плоскости родителей, общественности эти вопросы лежат. Что касается крымско-татарского языка, я вам так скажу, у нас очень хорошие общественные институты в Крыму, вот именно крымско-татарские работают, да, в лице там организации Инкишаф, движения Харым, других общественных организаций, да. Я не думаю, что вот эти организации позволят где-то в каком-то городе или селе этот вопрос свести со стороны там руководства, да, муниципалитета или администрации школы на какой-то ноль. Я думаю, эти общественные институты в лице там Искендер-ага, да, Ремзи-ага, там других деятелей, они сегодня просто не дадут своим вот, да, напором, своим влиянием, вот общественным влиянием. Поэтому здесь с этой стороны не надо беспокоиться. У нас хорошая вот стена в виде общественных институтов есть у народа. Достаточно. Да, достаточно сильная организация с сильными лидерами. И у нас есть депутат Госдумы, да, сегодня представляющий интересы народа в Российской Федерации. И вот этот закон, если он дойдет до конца, с Метусату по гражданству, он уже будет одно решение какое-то. Следующий вопрос – это справки. Тоже его надо сдвинуть быстрее, чтобы вопрос ушел тоже. Этот вопрос такой мелкий, но он сильно так влияет на все. Понятно. Buyurunuz ikinci kısmımızı yeniledik. Kahvemizi içip. Вот мы такие болевые точки открыли, да, которые у нас сегодня есть, и мы пытаемся их решить. Но кроме этих есть еще другие проблемы. Вот проблема, которую я сейчас хочу затронуть, она больше не официальная и не общественная, а такая внутрикухонная. Но я думаю, вот раз у нас сегодня такие представительные гости, мы обязаны обратить на это тоже внимание. Вот к вам обоим вопрос. Вы себя во власти чувствуете как просто чиновник без лица или как крымский татарин, работающий в органах власти? Потому что среди крымских татар очень много всяких разговоров о том, что вот чиновники, они забывают, что они крымские татары, что они там отрываются. Вот как вы себя ощущаете? Ну, я думаю, что
И слово вообще чиновник, честно сказать, не очень люблю. Вот у меня такой чиновник, будем бюрократ. говорить государственный служащий. Оно, знаете, как синонимы какие-то. Да. Я, безусловно, себя ощущаю как мусульманин, как крымский татарин, как житель города Саки, да, и как человек, который назначен на эту должность для решения каких-то вопросов. Поэтому все, что касается моей национальности, моего вероисповедания, однозначно я как личность, как человек никогда не позволю кому-то свести ситуацию какой-то конфликтной или там еще что-то. Но, безусловно, я как вот как вы говорите, чиновник или служащий, муниципальный служащий, я объективно отношусь ко всем другим национальностям, к другим вероисповеданиям. Я очень охотно помогаю, там, допустим, в решении каких-то вопросов епархии нашей, да, православной. Вот у нас очень тесное взаимодействие сейчас с русской общиной города, просто тесное. Мы иногда некоторые проекты делаем совместно, и многих это удивляет, многих это раздражает, хочу сказать, да. Вот именно такой тандем русских с крымскими татарами. Не знаю, по каким причинам, вот, но не всем это нравится, потому что не привыкли. Долгое время, мы все знаем, да, спекулировали на этой теме, паразитировали. Но я вам так скажу, когда вот политика не включается в этот вопрос, все нормально. Никто не ставит вопрос какой-то национальности, какого вероисповедания, просто решается вопрос. Допустим, звонит мне на той неделе отец нашего прихода православного, да, и говорит, что в одной школе такая ситуация, что меня там плохо приняли и не дали мне возможность рассказать про вот курс там, вот, религиозной этики, да, в 4 классах. Я сразу начальника отдела образования, директора школы привели в чувство. Ну, подождите, епархия пришла к вам, а вы вот таким вот отношением. Поэтому для нас все одинаково, объективно. Но как люди, как да, вот, мусульмане, как крымские татары, безусловно, мы себя ощущаем и на работе, и вне работы, и дома. Но если себя не ощущать, то тогда ты какой-то массой становишься уже, а не да, индивидуальностью, личностью. Наверное, так. Понятно. Смотрите, если мы вспоминаем историю, мы помним, как крымский хан приходил в церковь и ставил свечи, и считал это нормальным процессом проживания на этой территории. Сегодня вы достаточно высокопоставленный государственный служащий, который в силу своих функциональных обязанностей решает вопросы всех крымчан, проживающих на территории вашего региона. Но ваша национальность помогает вам? Или все-таки вот эти остаточные принципы, которые закладывались еще в прошлое время, вот это разделение национальностей, которое существовало, мы знаем это, и сегодня еще их тень бродит между нами, или это уже вопрос, который отошел? Национальность нам не мешает, это однозначно. Здесь шериф очень четко все подметил. Безусловно, мы, находясь на этом посту, работаем не по национальному признаку, мы решаем те или иные проблемы, не вдаваясь в это. И более того, я думаю, что вот то, о чем вы говорите, о тех проблемах, которые были, мы должны, наоборот, своим примером показывать и развеивать все те домыслы, которые еще могут быть в сегодняшней жизни. Домыслы о том, что там, русский по национальности, либо крымский татарин будет предвзято относиться к решению проблем и будет исходить из национальности. Этого ни в коем случае мы не имеем права и не допускаем в своей работе ежедневной. Я думаю, что наши успехи или наши достижения служат лучшим примером к этому. Я бы не акцентировал на этом внимание и вообще бы не развивал эту тему, потому что этой темы, в общем-то, чем больше да, мы, узнавая друг друга, узнавая тонкости нашей культуры, наших обычаев, мы обогащаемся, сами обогащаем коллег, соседей, и это только укрепляет тот мир, который уже у нас в Крыму уже установлен, и то межнациональное согласие, и дает сильный импульс для развития в целом республики, потому что можно строить планы на развитие сельского хозяйства, промышленности, курортов и не обращать внимания на межнациональный мир и благополучие, это только может человек обманывать себя этим. Потому что стабильность сегодня в Крыму – это есть основной фактор развития Крыма.
Понятно. Сергей, ну я так дополню, если разрешите, да, Руслан Абеев. Помимо того, что мы решаем, вот муниципальные служащие, я, Руслан и многие наши коллеги, да, из числа крымских татар, занимающие должности там замов, глав администрации, первых замов или глав, у нас помимо вот этих функций общих, да, которые мы должны выполнять, у нас еще возложены функции по ускоренной интеграции крымско-татарского народа, да, поскольку мы все понимаем, не будем лукавить, что крымско-татарский народ немножко тяжелее воспринял, да, вот переход, потому что у нас другая история, да, у нас много этих переходов было за последние 70 лет, и мы немножко так вот чуть затянули. И вот наша задача сегодня быстрее интегрировать крымско-татарский народ в российское сообщество, в российское законодательное поле, чтобы комфортнее, удобнее и стало жить всем народом на этой территории. Поэтому у нас есть еще и такая функция. И наши руководители, главы администрации это тоже понимают, да, и мы несем некую какой-то политический тон какой-то создаем, да, в своих регионах, поскольку мы связываем население все-таки с властью, как бы где-то и проводниками выступаем. Где-то получается, где-то тяжелее получается, но тем не менее, вот без этого бы сложнее все было. Не то, что там я, Шериф или Руслан такие хорошие парни, а любой, я имею в виду, человек, вот это крымско-татарской национальности сегодня должен помочь крымско-татарскому быстрее интегрироваться. Ну, вот в вашем лице наш народ видит молодое поколение, которое, во-первых, профессионально справляется властными. Это самое первое, профессиональные качества, они были и есть. Да, то есть мы можем спокойно говорить, что в кадровом составе республики сегодня у нас может быть и недостаточное количество, я про количество сейчас не скажу, но есть большая группа молодых специалистов, на которые народ возлагает большие надежды на перспективу, потому что управленческая деятельность – это одна из самых важных в государственной системе управления, и профессионализм, и достаточно высокая компетентность на этих уровнях – это первоочередные проблемы, которые они должны демонстрировать. Я очень рад, что наши молодые коллеги сегодня выступают именно вот с такой позицией, с позиции того, что мир в Крыму – это самое главное, первоочередная задача, которую они воплощают в жизнь. Несмотря на это, мы видим, что у крымско-татарского народа свои проблемы есть. И они, будем так говорить, разноскоростные. Есть вопросы, которые решаются достаточно успешно, это будем говорить обустройство, помощь крымским татарам, социальные проблемы. Это на виду, да, строятся садики, школы, дороги. Не, ну, если позволите, Да. мы же все свидетели, когда с самых первых дней в 2014 году был принят президентом указ, который восстановил справедливость историческую, да, это указ президента о реабилитации депортированных граждан, и этот закон был ожидаемым нашим, в том числе и нашим народом, многие десятилетия. Да. И только вот в 2014 году, 21 апреля, благодаря указу президента Путина, возвращено попранное имя, честное имя крымско-татарского народа, которые были в 1944 году по огульному обвинению депортированы. Это 50 с лишним лет депортации нанес, конечно, непоправимый урон. И мы сегодня крупица за крупицей, камушек за камушком, да, шаг за шагом пытаемся восстановить все это утраченное. И никто же не говорит, что это и не ожидал, что это будет так легко и быстро. Но тем не менее мы в процессе, мы двигаемся вперед, и это самое главное. Шериф, вот смотрите, как заметил Руслан, те годы депортации, они ведь деформировали сознание крымских татар. Это ведь не прошло просто так. Нет, конечно. Искривление в сознании – это очень тяжелая травма. Сегодня для того, чтобы пройти этот путь восстановления, нужны ли особый какой-то подход?
Или крымские татары должны вот в общей сфере двигаться со всеми вместе? Как вы считаете? Я думаю, как переходной период обязательно нужны, потому что, ну, во-первых, вы вот правильно заметили, вот сознание крымских татар поменялось. Но я скажу, что и не только крымских татар, и других национальностей поменялось. Их натравливали, да, всех на наш народ. Как, вы вспомните, как они ожидали нашего возвращения, да, пугали страшилками, приедут крымские татары. Их тоже сознание исковеркали. И поэтому вот эта история украинского государства, она у нас была постоянно в какой-то напряженке, да. Кто-то ее создавал. Ну, а если так взять, то проблемы это вообще не было, вот межнационального согласия, мира. То есть процесс восстановления сегодня обоюден. Обоюден должен быть. Да. И русское население нужно излечить, а вот той травмы, которая после нашей депортации и возвращения, да, были же и коренные русские, не те, которые приехали сюда, да, заселили дома в 70-х, 80-х, 50-х годах, а те коренные, которые испокон веков жили в Крыму, русские. У них тоже, вот вы пообщаетесь с Поляковым Владимиром Евгеньевичем, да, у него другое отношение к крымским татарам, да, или взять человека, который приехал, ему вот пропаганда, вот эта СМИ там навеяла какую-то мысль, все, он думает так, его тоже надо излечить, его мысли излечить. И также крымских татар настраивали против, да, постоянно, вот здесь нужно лечение. Что касается адаптации быстрее, естественно, переходной период должен быть. И вот Эскендер Ага часто поднимает вопрос, да, сегодня крымским татарам необходимо там одна из ветвей власти, да, необходимо несколько министерств профильных, да, вот там сельское хозяйство, образование, здравоохранение, допустим, это очень важно. Я посетил там 7 республик Северного Кавказа, проехал по всем, вот, допустим, Карачаево-Черкесия, близкая нам, похожая на нас республику с многонациональным народом, 5 государственных языков, основные 3 ключевые народа это русские, черкесы и карачаевцы, и у них кулуарно постоянно вот 3 ветви власти, они распределяются между 3 народами. Но это такие договоренности, да, внутренние. По умолчанию. Да, по умолчанию. То есть там вот этой проблемы, как бы эта проблема снята. Сегодня, в принципе, тоже, вот как переходная модель, ну, я думаю, все говорят, да, по профессиональному признаку надо принять. Это все, безусловно, правильно. Это правильно. Но и среди крымских татар есть профессионалы, и среди крымских татар есть высококвалифицированные кадры, успешные бизнесмены, общественники. И, поверьте мне, они тоже много чего могут сделать. И вот здесь, как проходная модель, должно быть все-таки не национальный признак, а вот для вот этой ускоренной адаптации, интеграции необходим вот этот элемент, когда кулуарно, не надо на уровне законов там это принимать. Сегодня говорят, у нас нету национальной республики. Да послушайте, у нас сегодня республика позволяет на все. И язык государственный, праздники государственные, да, теперь наполнить надо. А наполняем это уже, вот садимся за стол и говорим, да, давайте так, вот это, и поехали дальше. Смотрим, за 2 года общество меняется, улучшается ситуация, улучшается, сохраняем ситуацию. Или все, давайте на этом моменте прекращаем, теперь вот так. Но надо пробовать. Если топорно вести политику или госуправление, не получится. Либо надорвется, либо будет все равно напряжение. Сегодня нужно договариваться. Просто садиться и проговаривать. Не договариваться в плане, да, какой-то там схем, а договариваться действительно, вот какая модель управления Крымом сегодня нужна. И как пример я всегда привожу, вот Кипу это идеальная вот проекция вот Крыма в будущем. Вот зайдите в Кипу, да, русские и крымские татары там смешались, непонятно кто где, и все знают и этот язык, и культуру друг друга уже впитывают, да, и шутки уже друг друга впитывают. Вот она, вот настоящая крымская жизнь, вот такая она должна быть. Вот этот проект с Кипу надо выдернуть на Крым. И тогда вот эти все вопросы с национальностью, они прекратятся. Мы должны наднационально рассуждать и управлять республикой. Но чтобы наднационально управлять, нужно сегодня национально решить вопросы. Да? Мы когда говорим о равноправии, мы говорим о равноправии на выходе, а не на начальной стадии. Нам надо сегодня, вот если, допустим, русская национальность решена на столько проблем, то крымским татарам нужно сделать чуть больше, чтобы стать с ними на выходе ровно, да? Они вот здесь. Нам дают под основу равноправия, это неправильно. Мы все равно, если он высокий, он будет все равно выше, если даст ему одинаковую подушку, подставку с другим, да? Сегодня нужно на выходе выровнять. Значит, здесь чуть надо больше дать, чтобы на выходе было ровно. И тогда вот на этой стадии, тогда уже заканчиваем эти все темы с национальностями, да, там кто какой национальность. И все, и начинаем уже двигать полностью. Но вот на этом коротком этапе, там 10 лет, может, 5 лет, 7 лет, не знаю, сколько это займет, но вот необходимо. И я, например, либо вот такие договоренности должны быть, да, я вот так думаю, это моя мысль личная, она там как бы, да, либо все-таки должны быть какие-то органы национального самоуправления не для политизации ситуации, а для решения вот действительно вот этих задач, да, внутренние органы, как у нас вот есть Курултай был, да, Меджлис, который запретили. Понятно, что это сейчас там на слуху, и когда говоришь Меджлис, это сразу у всех другая реакция. Я не про это сейчас говорю, я говорю про то, что должны быть органы вот на переходном этапе,
Вот когда мы уже полностью адаптируемся, интегрируемся и поймем, что да, коренной народ, да, позиции такие же, как и у всех, одинаковые, вопросы там земли, языка, все решено, и тогда мы дальше начинаем уже новый этап, новый уровень управления территорией республики. Ну, это мое личное мнение. Понятно, ваша мысль. Руслан Бей, вот в связи с этим, скажите, достаточно сегодня в Симферопольском районе представителей крымских татар в органах власти для решения всех вопросов? Или еще нет? Ну, я бы не акцентировал бы, что наличие крымских татар в органах власти достаточно или недостаточно для решения всех вопросов. Но могу с уверенностью сказать, что по сравнению даже по состоянию доли крымских татар в органах власти по состоянию в 2014 году, их увеличились в разы. В разы, и это видно. То есть можно взять любое учреждение, любое ведомство, администрации, управление, пенсионный фонд, соцзащиты, не знаю, все те федеральные органы власти, которые сегодня работают у нас в республике, там служба приставов, соцзащита, либо пенсионный фонд. Я думаю, я не открою ни для кого там Америку, когда даже на официальных сайтах каждый второй это крымский татарин, либо другой национальности. И сегодня я единственное хотел бы как бы подчеркнуть, что каждый из нас, вот как Шериф заметил, несет функциональную еще другую, дополнительную нагрузку, оценивая нас как чиновников и оценивают и весь, как-то дают оценку всему нашему народу, как представителю. И здесь очень важно каждому из нас понимать уровень ответственности, и ни в коем случае не поддаваться на те или иные искушения, либо еще что-то, и не омрачать имя своего народа. Вот и все. Да? Не запятнать. Вот это самое главное. Поэтому если кто-то выдерживает эту нагрузку, он остается, работает дальше, а кто выбирает другую дорогу, он идет по другому пути. Руслан правильно говорит, я вот перебью. Мне понравилась очень фраза Физиага Якубова, да, который сказал: сначала стань специалистом, а потом говори, что ты крымский татарин. Да. Да? То есть это очень сегодня важно. А у нас мы привыкли немножко по-другому. Сначала крымские татары, а потом, когда ты принимаешь, это не можешь это сделать. Да. Сначала ты стань, вырасти как специалист, а потом уже все будут понимать, что ты крымский татарин. Не надо об этом будет даже говорить. Ты стань, вырасти, все. К нему, я думаю, ко мне приходят многие не как крымским татарам. Они понимают, что, допустим, решение какого-то вопроса возможно от нас. И приходят по этой причине, правильно? Или невозможно. Но вот надо прекращать вот эти крики. Ну, это процесс естественный, да. Потому что как ребенок он должен вырасти. Этот процесс мы тоже должны пройти этот эволюционный Да, мы путь. должны пройти этот момент, но мы его должны правильно пройти. Правильно. Потому что на выходе мы должны получить такое сообщество в Крыму, что каждый бы мог говорить, это наша республика. Да. И у него в этой республике гарантированы и права, и обязанности, и сохранение своей идентичности, и языка родного, и культуры. Если все это сделано, это и есть наша республика. Абсолютно верно. И когда человек будет сытый, да, когда он будет понимать, что все его права закрыты, тогда он вообще не будет ставить эти вопросы. Конечно. А сегодня только раздражение вызывает, когда крымские татары говорят, это Крымско-Татарская республика, русские говорят, это русский Крым, и у друг друга начинается просто напряжение. Каждый тянет на себя. Да, поэтому пока мы не должны это вообще делать. Это наша республика, всех, кто проживает. Общий дом. Ну как мы можем говорить, это того или иного? Это моя стена, это твоя стена. У нас есть проблема, давайте понесли эту проблему, да, вот язык. Давайте ее до конца доведем, решим, закроем вообще в сторону, все, проблема решена. Дальше другая проблема. Вот чья это республика, мне кажется, это не стоит, и не надо это делать. Это никому не надо. Республика должна стать нашей. Общей, да. Да, кто живет. Кто любит Крым, кто живет в Крыму. И кто... Потому что у нас другой земли нет. Да. Мы никуда не собираемся. У крымских тем более нет родины другой. Это понимают прекрасно наши руководители, и глава республики, и руководители Совета министров. Это прекрасно понимают и в Москве. Но тем не менее, вот на том уровне, где мы с Шерифом работаем, или еще на нижнем уровне, остались еще некоторые комплексы. И вот с этим нам надо работать, да. С этим нам надо решать эти проблемы. Наверное, более открыто входить в это общество. Да? Не надо бояться, да, не надо бояться открытых разговоров, не надо бояться нерешенных проблем, об этом надо говорить. И чем больше об этом, и, кстати, здесь очень важна роль общественных организаций. Их сегодня они есть, но они, может, не так активно участвуют в жизни. А нам бы хотелось бы, чтобы они активно подключались в решение языковой проблемы, чтобы не мы, как чиновники с Шерифом, выходили на площадку с родителями, беседовали, а наши общественники
Где общественники, которые представляли бы там учителей, где общественники, которые представляли бы предпринимателей, да. То есть вот то здоровое, то, что надо развивать, и те институты, которые сегодня должны активно способствовать и не просто быть где-то в конкуренции с властью, а вместе с властью. И тогда у нас все получится. Многие общественники, вот как Руслан говорит, учителя там или еще, они спрятались. Они есть, они что-то там ждут, чего-то боятся, где-то не хотят лишний раз инициативу, но они есть. Их просто немножко надо сегодня отрезвить, встряхнуть, сказать: ребята, вот вы все дома, наводите, давайте. Ну, я думаю, дело в том, что ведь те политические события, которые произошли очень быстро, изменения в геополитике, изменения внутри общества, оно ведь слишком быстро для любого, да, оказалось. И многие оказались просто не готовы осмыслить. Тут уже выходит на первый уровень инерция. Инерция в общественном сознании – это вообще очень большая проблема. Любую проблему, чтобы начать решать, ее надо раскачать. Потому что движение, которое мы ждем, от тех же общественных организаций, от тех же родителей, которые вы говорите, оно зиждется на понимании ситуации. Но, к сожалению, есть у нас еще такие деятели, которые не совсем разобрались с ситуацией и свою энергию тратят не на благо, на полезные эти, а на шушуканье по кухням. Просмотры телеканалов. Да, которые, в общем-то, уже ничего не дают. Этот процесс ушел. Они влияют на умы. К сожалению. Но информационная пропаганда сегодня сильная вообще в мире. Так, взять. весь мир стал информационной площадкой. Вот, Шавкетбей, я вам так скажу, да, люди сидят, вот смотрят там какие-то телеканалы, что-то там все фантазируют и накручивают сами себе. А вот Эскендер Абилялов инициировал проект, вы знаете, да, своими глазами, когда мы вывезли наших стариков, старейшин с региона, и вот Симферопольский район подключился, вывезли, показали своими глазами, мечеть строится, мемориальный комплекс, школы. И когда мы везли стариков назад домой, они говорили, там звонили племянникам, внукам, говорят: Балам, а вот нам другой рассказывает, а тут увидел, ты такая стройка идет, оказывается. Очень правильная мысль. И это очень важно сегодня показать, и вот первично. Вот недавно у меня был, я даже не знаю, как это сказать, такой просто как холодный душ. Я встречался со своим товарищем, ну, достаточно грамотный, на ответственной работе работает. Когда он услышал, что наконец-то я ему рассказал, что школу 4 президентов достроили, он удивился. Он, оказывается, об этом еще не слышал. Представляете? Если бы он там увидел ее, зашел, я там был, да, вообще просто. Я ему рассказал, там есть. Уровень информированности, вообще, к сожалению, у нас очень-очень низкий. Но здесь тоже как бы наша проблема и наша задача сегодня, и телеканала Милет, и Министерство информационной политики, и наших муниципалитетов на местах, и нас на социальных сетях, наших активистов вот по микрорайонам, вот эти ТОСы. Эта работа есть, она снизу и до верху. Да, наверное, всех общая. Активизировать всю эту работу. Всем нам надо просто сесть и какой-то вот план действий должен быть по информационной вот правде, скажем так, да? Ну, я надеюсь, что вот весна наступает, она разбудит наши внутренние чувства, и мы с вами, наконец, увидим те ростки, которые мы сажаем. Ну, позвольте вас поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Saygılı teleseyirciler, sizin adınızdan gelen misafirlere sağ ol diyeyik. Bugünkü sohbetimiz bitti. Men belesem köteren meseleler sizi kenarda kaldırmaz. Siz kendi tarafınızdan şu meselelere el tutmaya tırışırsınız. Sağlıkla kalınız. Görüşünce.